Эй, всем привет, друзья! Как у вас дела? Надеюсь, все хорошо. Меня, как вы уже догадались, зовут Эдвард, и я автор вот этого канала, который посвящен бизнесу. Сегодня вы увидите интервью с очень интересной женщиной, которая зовут Индиана, и она мастер бадзи. Наверное, вы все знаете, что это что-то связанное с эзотерикой, астрология, фэншуй, восточное учение и все остальное. Так вот, призываю вас посмотреть наше очень интересное интервью. Индиана расскажет вам, как она начинала, что для нее означает бадзи, как она на этом зарабатывает и стоит ли на этом вообще зарабатывать. Поехали! Как называется, чем занимаешься? Это называется бадзи. Китайская метафизика, восточная астрология. Ага. То есть я читаю натальную карту людей по дате рождения, по месту рождения, по часу. Выявляю полностью, кто такой, да, он сам по себе человек, его периоды удачи, когда идут, когда неудачи будут, вообще, что ему полезно, по здоровью, там очень много моментов. И социальной сферы, и здоровья, и отношения, все видно. Сколько детей, когда замуж выйдет, ну, девушка, например, да? Из истории, как все начиналось? Ага, как все начиналось. Да. Вот, я вот считаю, что я была необычным ребенком, потому что в лес уходила, потом ночью, когда вот все спят, я выходила на улицу и смотрела на небо. Это же как бы нормальный ребенок так выходит, я как бы не знаю, да? Вот, и выходила и часами смотрела на Луну, ну вот не на Солнце, а на звезды, да. И думала, вот сказку знаете про девушку с коромысла? Конечно. Ага. И думала, а почему вот она так поступила, да? Как бы так, философские такие мысли вот в детстве. Где-то 6 лет, до 7-8 лет. Вот так и потом, оказывается, это все-таки связь же, да, со Вселенной как бы такая была изначально, но я по мере вот взросления ее какую-то вот потеряла вот связь, да, тонкую. И потом я увидела Наталью Правдину в городе Якутске, и случайно абсолютно. И когда я ее увидела, мне показалось, что она вот как ангел прямо вот так светится. И как-то я вот ее энергетику очень сильно прочувствовала. И поняла, что это что-то мое. Ну, человек мой, и то, что она несет, возможно, да. Тогда не понимала, что такое фэншуй, эзотерика, я не знала. А потом начала читать ее книги. Нашла, читала, и как бы засыпала с ее книгами, просыпалась тогда. Потом я узнала буквально вот недавно только о том, что есть такая восточная астрология, бадзи. Посмотрела и поняла, что это мне очень нравится. И вообще поняла, что если раз уж мне вот эзотерика, как бы, это увлечение мое как бы не стихает, значит, мне надо заниматься ею профессионально. Да? Хотя у меня сфера совсем другая. И вот в том году, в 17-м году, я прошла полный курс вот, обучения в школе Наташи Правдиной по бадзи. Но не полный, на самом деле это надо всю жизнь учиться, потому что эта наука такая большая, тысячелетиями же китайцы это наблюдали, это как бы сделали, да, сформировали, поэтому я думаю, что мне жизни не хватит все это изучить, но я к этому иду, ну как бы делаю шаги только в этом. Вот, можно так объяснить историю. Ты рассказала, что это получается как дополнительный у тебя доход, да? Да. Вообще планируешь конкретно только вот этим заниматься? Можешь вот обед пока вот там поставишь, да? Да, скорее всего, да. Я как бы сейчас просто вот наблюдала за собой, насколько я могу это освоить и насколько я могу помочь людям. Потому что люди, ну, как бы есть сознательные, несознательные, скажем, да, ну, как бы мы иногда теряем свою осознанность, да, и в минуты отчаяния нам очень необходимо, ну, как-то путь, да, найти правильный путь и так далее, и в целом понять себя. И начала делать консультацию, да, услугу консультации, и я думаю, что у меня начало получаться, потому что люди благодарны, и как бы... Как мне говорят, что... Ну, как бы я рекламу не даю, да? Я рекламу не даю, но люди идут. У меня заказы вот на октябрь месяц, например. Вот, поэтому
я сейчас как бы в наблюдательном режиме нахожусь. Я думаю, через какое-то время, скорее всего, да, начну. Каким образом вот хорошего профессионала выбирать? Допустим, если я вот захотел себе... По отзывам. Да, я думаю, по отзывам. И вот еще такой момент есть, да. Вот молодые девушки, например, начинают, да. Скорее всего, есть еще такой нюанс, когда человек прожил какую-то определенную жизнь, да, и у него есть опыт вообще по жизни. И это тоже как бы способствует правильному толкованию и правильному советам, да, каким-то, да, ну, как бы. Поэтому, а если молодой человек, только вот молодой, да, как бы в начале пути, что он может посоветовать, например, ну, как бы, даже на жизненном опыте, да? Поэтому я бы, например, выбрала более зрелого человека, который больше там занимается и плотно занимается только этим, ну, скорее всего, так бы выбрала. И по отзывам, конечно. А что тебе больше всего нравится? И что тебе больше всего не нравится? Мне нравится именно в бадзи. Да, вот с точки зрения бизнеса, допустим, с точки зрения ведения предпринимательской деятельности. Я вообще ее не рассматривала как бизнес, потому что я вообще изначально хотела узнать себя, для себя, понять, да. А сейчас, да, вот по истечении вот года, я думаю, да, действительно это можно как подать бизнес, потому что, ну, это надо личный бренд создать там, и так далее, да. Но даже если вы создадите личный бренд, это не фактор того, что будет успех какой-то или успешный там бизнес, да. Все равно знания, навыки, опыт – это основное в этом бадзи. Ну, именно вот астрология. Потому что без знаний вы же не можете правильно проконсультировать человека. Ну, поверхностно. И даже, ну, потом даже клиенты сами поймут, что это как-то не то, да, и не будут уже идти. Поэтому вот я вижу, как мастера, они повышают каждый год свои знания. Они идут учатся, уезжают там за границу, ездят, да, и так далее. И постоянно обучаются. Как определить то, что человек нечестный? Допустим, я захотел какую-то астрологию сделать или что-нибудь такое и попался такому, ну, дилетанту, можно сказать. Каким образом можно такого человека выявить? Ой, что он как бы... Потому что это же такая, ну, ответственная тема, да? Это очень ответственная. Допустим, человек обращается к астрологам, там, ко всяким вот фэншуистам для того, чтобы какие-то энергетические точки узнать, чтобы узнать, грубо говоря, судьбу, да, свою будущее. И в зависимости от того, что этот человек скажет, он же будет принимать, некоторые люди, наверное, будут очень близко к сердцу принимать. А может ли такое быть, то, что человек просто по незнанию или по неопытности что-то другое посоветует? Вообще есть такое понятие, когда человек приходит к определенному астрологу, да, или, ну, мастеру, он это кармически заслужил. То есть не бывает такого, что это случайно, не случайно, все не случайно. Ну, я в это верю, да. И если ему там что-то не то сказали, это он, значит, так кармически как бы себе притянул, и он это должен пройти. Значит, так ему не надо. Так ему и надо, грубо говоря, да. Но есть такое, потому что даже вот есть много мастеров, например, по бадзи, ну, даже в город Якутск возьмем, да, несколько девушек, например, делают карты, но почему-то определенно приходят, например, ко мне, либо к там другим, да. Но почему это так происходит? Потому что на самом деле есть выбор. Можно пойти к ним или ко мне, или там еще кому-то, да. Это все не случайно, и если даже он, этот мастер, не совсем как бы квалифицирован, скажем, значит, он хотел это услышать, ему это нужно было, и клиенту, заказчику. То есть ему в это время нужно было это услышать. Я считаю, что бадзи приходит не случайно. Ну, вообще к астрологии любой. Это значит, у человека заложено в судьбе, есть какие-то предпосылки, и если он уже вот вплотную начал этим заниматься и увлечен, есть желание, есть тяга, да,
тогда действительно это как образ жизни, реально, потому что я, какой была я 10 лет тому назад, и сейчас это разные люди. У меня сознание все поменялось, и в лучшую сторону, скажу, да. И об этом не думать, например, как о работе. Ну, поработал и ушел, встал и ушел, закрыл дверь. Это не получится. Это постоянно, вот, даже вот когда с людьми разговариваю, я уже вижу, это кто может быть по бадзи, например, да. То есть даже до такого доходит. Вот. Поэтому я думаю, что это по судьбе дано. То есть это как бы не случайно. И оно как бы начинает раскрываться. У меня вот, наверное, очень поздно начало раскрываться, но все-таки оно начинает, и поэтому я этому очень рада. Я сейчас в последнее время вообще, вот у меня полное доверие Вселенной. То есть я не спешу куда-то. Я знаю, что все бывает в определенное время. Но тем более сейчас я знаю бадзи, я знаю, когда у меня удача, когда мне надо вообще не активизироваться и так далее. Да? И даже когда неудачный период идет, неполезные элементы, можно сделать его полезным. По поводу денег. Вот, когда специалист, который вот, занимается бадзи, да, может на любительском уровне, когда приходит тот момент, когда ты чувствуешь, что за свои услуги тебе уже нужно брать деньги. Когда у тебя такое было? Буквально недавно. Я начинала 1500 консультаций. Ага, но сейчас я поняла, что у меня энергии больше уходит. Я стала понимать различия. То есть, когда я делаю карту, я не просто вот беру и делаю, да, там определенные процедуры делаю. То есть я там мантру читаю там, и так далее, чтобы карта у меня раскрылась. И есть карты, которые вообще не открываются. Да? Есть карты, которые я очень быстро мне как бы открываются и показывают всю суть. Да? И я поняла, что много энергии я влаживаю, когда чувствую вот людей, ну, судьбы людей. Даже иногда бывает так, что я плачу над картой, грубо говоря, да? Или там этому хочу сказать про здоровье больше почему-то, а этому какая-то боль есть, да, у этой карты, например. И вот это я все как бы на себе вот ощущаю, и я поняла, что что-то мне вот больше раскрывается. Не просто вот технически я сделала это, да, а как-то вот, не знаю, как это объяснить, это, наверное, необъяснимо. Это просто на каком-то вот энергетическом уровне. Я начинаю чувствовать людей, даже не видя их. Я их не знаю, я специально не копаюсь там где-то, кто это, да. Я даже их в лицо не вижу, например. Я вижу только их карту и чувствую всю вот их судьбу. Ну как? Ну, судьбу как человека. Его боль, его радость. И я поняла, что я отдаюсь много вот энергии, а энергии просто так давать нельзя. Как бы закон энергии нарушается. Поэтому потихоньку поднимается цена. И будет подниматься еще дальше. Вот. Потому что знания тоже требуют как бы денег, да, поэтому я буду увеличивать все равно. Работает ли вот вся эта эзотерика для тех людей, которые вообще не верят? Работает. Ты веришь, не веришь, все равно работает. Ну, допустим, если я человек, который скептик, да, очень скептически отношусь, прихожу к тебе на консультацию, что-то услышал, допустим, какой-нибудь там прогноз. Очень, что ожидает такого? Очень плохой, может быть, да, допустим, возьмем. И может ли быть такое-то, что этот прогноз не сбудется? Ну, если человек не верит. Есть я расскажу, да, есть понятие 100% удачи. У человека, у каждого. Оно состоит из 3 частей. Это небесная удача, и она составляет только где-то 30-40%. Остальное это земная удача, это когда человек, ну, зависит от того, где проживает, в каком месте, какие люди окружают, да, и человеческая удача. То есть, насколько сам человек вот, притягивает хорошие энергии или плохие, какие действия он предпринимает, да. И получается 60% это
вне судьбы, скажем. То есть человек может как-то коррелировать. Но есть вот эта небесная удача, она как бы к нам с рождения дана, она статична, то есть основные моменты все равно будут. А каким путем, там, как и так далее, это уже зависит от нас. То есть человек может, ну вот даже сравнить, да, в один день, в один же час родились вот два человека, да, вот в городе Якутске. Но один будет проживать в очень хорошем доме, очень с хорошими родителями, которые озаботятся о нем, а кто-то пойдет, ну там, в какое-то общежитие, не знаю, да, и о нем особо-то и заботиться не будут. Какая судьба будет у них? У них же разные судьбы будут, понимаете? Это как бы так. Поэтому тут я всегда говорю своим клиентам о том, что все в наших руках и наше отношение ко всем событиям в нашей жизни. Это вот наше отношение играет, ну, как бы важную часть. Если мы даже из-за маленького как бы там, проблему создаем, там, уходим в депрессию и так далее, это же все от нас зависит. Если мы воспринимаем это, может быть, как толчок дальше, да, расти или там развиваться, то это уже другой тип мышления, не знаю, там, как объяснить. То есть он, если он, например, обучается, да, ходит в семинары, делает благотворительные дела, благие дела, он же улучшает человеческую, ну, как бы пользуется человеческой удачей, то есть своими действиями. Либо он, например, выбирает очень хороший дом, да, там, выбирает, там, не знаю, как сказать, дома очень чисто, например, да, аккуратно, там все это. Это же тоже как бы земная удача. Ага. Если мы живем грязным и так далее, в грязном доме вообще в идеале, ну как, не то что в идеале, в грязном доме вообще не может происходить ничего хорошего. Ну, как бы энергии хорошие не могут прийти. Ага. Ну, наверное, знаете об этом. Вот. То есть, получается, вот 60% все-таки от нас зависит. Ясно. А вот немножко в другой направленности, да, если вопрос будет. Что нужно для того, чтобы начать этим заниматься? Имеется в виду начать этим заниматься как ремеслом, чтобы это приносило деньги? Мне кажется, желание, тяга к этому. Если чисто только заработать деньги, я думаю, не получится. Потому что это изначально должно быть какое-то вот желание к этому. Это же, скажем, не такое образование, которое можно получить там, да, в вузе и там где-то еще. А это именно такое идет, все-таки вот в карте человека тоже заложено это. Да, у меня тоже, вот, например, когда я вот начала изучать и изучила свою карту, я поняла, почему меня тянуло все время вот к эзотерике, вот к каким-то вот таким наукам, да. Это где-то вот есть внутри человека, и оно как бы все равно вот выходит, и если есть тяга, желание, надо учиться, ну, естественно, все получится. Всем огромное спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вот эти несколько минут, проведенные с нами, для вас были очень интересными. А также я хочу сделать такое маленькое объявление. Я ищу героев для следующего видеоблога. Если ты предприниматель, если ты горишь своим делом, если ты думаешь, что твой бизнес это самый крутой бизнес, который может быть, и ты хочешь рассказать об этом всему миру, ты хочешь поделиться с какими-то своими идеями, своим взглядом на мир, пожалуйста, напиши мне, мы с тобой обязательно сделаем видеоблог. А также у меня есть хорошие новости для тех людей, которые только-только начинают задумываться, где найти дополнительный доход или как открыть свое дело. Я придумал систему, которая называется «Продажи в удовольствие». Это система, которая позволяет зарабатывать на своих увлечениях. Если интересно, тоже напиши. Все ссылки и контакты я оставлю внизу в описании. Ну все, всем пока.